У нас на связи по скайпу господин Демчогла, штатный советник главы военно-гражданской администрации Одесской области. Господин Демчогла, здравствуйте, слышите ли вы студию? Добрый вечер, Равшан Хайрлсон. Size de akşam hayır olsun. Akşamırsınız Canabin Демчогла. Şu laf içiydi Гагаузча, ama bizim аудиториямыз bizi bakar Rus dilinde de geçelim Rus diline. Тем более очень важный повод поговорить по-гагаузски. В Одесской области, в объединенной территориальной громаде, я так понимаю, да, Болградского района, есть инициатива переименовать некоторые топонимы, сооружения и села, даже улицы, переулки, вернуть им исторические названия. Ну, вы могли бы так поподробнее рассказать об этой инициативе, потому что она, мне кажется, очень интересной, особенно в контексте того, что происходит в Украине, да, то есть в процесс десоветизации. И если можно было бы вот здесь сегодня коснуться немножко и того, что происходит в Гагаузии, где мы, ну, в Гагаузии не хотят пока отказываться от советского прошлого. Может быть, пример Одесской области и Болграда станет для нас таким заразительным и поучительным. Что происходит? Какова инициатива и в чем она заключается, господин Демчук? Вы знаете, инициатива почти 30 лет, больше 30 лет Украина независимое государство. И ничто так не повлияло на окончательную экранизацию Украины и восстановление исторической справедливости, как российская агрессия. То есть до 24 февраля прошлого года в Украине были улицы маршала Жукова, там, российских писателей, поэтов, прочее. То есть первый этап был после 2014 года, когда Украина приняла решение о декоммунизации. То есть были убраны названия коммунистических символов. Там. Великой Октябрьской революции, Ленина и тому подобное, прочее. То есть это был процесс, начался в 2014 году. Но после 24 февраля сегодня украинские города и села потихонечку уходят от вообще русских названий. То есть, к сожалению, к стартам к этому дала именно Российская Федерация, российская агрессия. И сегодня кто не иной, как российское руководство, толкает на то, чтобы Украина полностью дистанцировалась от российской действительности. Потому что сегодня, к сожалению, русский мир, он не был плохим. Русский мир, как бы были русские центры там до 2014 года, но 2014 год первый этап, а сейчас вообще ничего украинский народ, украинское государство не хочет ничего общего знать со своим агрессором. Как бы к этому плохо не относились многие, но поймите, что в Украине война. В Украине падают русские ракеты, падают русские под призывами русского мира, защиты русского мира, убиваются граждане, убивается гражданское население, рушится инфраструктура. Поэтому осознанно украинское государство идет на то, что вместо русских названий, точнее не русских, а связанных с русской историей, была украинская история. И в том числе и вот тоже, извиняюсь, простывший, о чем мы сегодня говорим, частичка буджакской истории является историей Украины. Поэтому на замену улицам Пушкина, Толстого, к сожалению, придут исторические названия, которые были, и герои, которые, там, например, сегодня мы там Михаила Чакира. Михаил Чакир это более близкий к гагаузам Одесской области, чем, извиняюсь, там Достоевский или там Гагарин. Понимаете? Мало того, я вам скажу, что вот, в том числе это повлияет и на села, потому что сегодня идет общественный опрос о переименовании, например, села Курчу, села Виноградовка в село Курчу. Потому что после территориальной реформы, которая прошла в Украине 2 года назад, вы знаете, появился большой Болградский район,
которая объединила Арцизский, Саратский и Болградский районы. И в новостворенном, новом созданном Болградском большом районе теперь 3 виноградовки. Была Виноградовская, Болградская, есть Виноградовская, кстати, историческое название Бургуджи в Арцизском районе. Село Виноградовка Арцизского района имеет историческое название Бургуджи. Село Виноградовка, которое дано было в советское время, Болградского района, имеет историческое название Курчу. Поэтому жители села ставят вопрос, во-первых, путаются. Село Виноградовское Болградского какой? 3 Виноградовки Болградского района. И это шанс вернуть историческое название Курчу, которое близко были. И то есть это название использовали и болгары, и гагаузы, и украинцы, которые проживают в Болградском районе. Все знают, что это Курчу. Виноградовку называли его только официально. И в этом же селе, не только в этом селе, а это происходит и в Килийской громаде. Там есть 2 гагаузских села. Там то же самое. Есть село Еникей, его сегодня официальное название пока Новоселовка. Но Новоселовки есть и в Саратской громаде, и впрочем, Новоселовок очень много. А Еникей, оно одно. Ну, то есть это тут получается параллельно, да, вы возвращаете исторические названия, которые, я так понимаю, были изменены в советское время. А другой процесс — это параллельное избавление от, ну, скажем так, названий, которые были, ну, тоже названий, которые были, получается, названий улиц и так далее, и демонтаж тех же самых памятников. Но меня интересует другой вопрос. Как местное сообщество к этому относится? Как проходит этот процесс? Пока двояко, я вам скажу, потому что посмотрим, общественный опрос идет, продолжается, есть анкета, которая и в онлайн-режиме жители села могут подавать. То есть это общая анкета, она может, который предложил как бы местный совет, муниципалитет, Болградский совет Болградской объединенной громады. И там есть предложения, и люди тоже могут предложить свой вариант названия улицы. Например, там, вы знаете, извиняюсь. Не, без проблем, конечно, понимаю. Ивана Каракаша, заслуженного юриста Украины, проректора Одесской юридической академии, человек, который был в основе, которого уложение, как один из авторов уложения о правовом статусе Гагауз-Ерей. То есть это человек, уроженец села Курчу, и в честь него хотят назвать улицу. Я не помню, там Пушкина или какая там улица. То есть один из вариантов. То есть люди, как правило, хотят назвать название улиц выдающимися личностями, уроженцами этих сел. Или же вот есть те, которые погибли за независимость Украины. Есть, вот, например, в селе Старый Троян, в Гагаузском селе, есть Троян. Одно из сел, уже есть решение, практически этот вопрос 99% решен. На прошлой неделе мать погибшего Федор Каракостантин. Он погиб не в этой войне, он погиб на Донбассе в 17 году, насколько я помню. Я был на его похоронах. Это лейтенант, десантник, который буквально 2 месяца после выпуска с академии погиб недалеко от Донецка. Будет названа улица, уже количество голосов набрано. Мало того, мать погибшего героя дала свое согласие на переименование улицы. А как это? Везде это проходит только голосование в Совете? Проходит первый этап через общественные слушания. Сначала инициативная группа, потом общественные слушания, там по закону, насколько я помню, там 45 дней. То есть есть предварительное решение Совета местного, потом дается на общественные слушания определенный срок, и после итоги этих общественных слушаний идут на утверждение. После утверждения с этого момента улица уже считается переименованной. После утверждения в той же Раде, да, местной Раде, получается? В той же Раде уже решение общественных слушаний. После решения общественных. Хорошо, а вот как бы вы вначале упомянули, и мы как бы долго говорим об этом, о том, что идет война, и об этом нужно говорить. Вот в Республике Молдова сейчас, вы знаете,
приостановили лицензию нескольких телевизионных каналов. Там тактика, у них тактика, да, они сначала как бы дезинформировали, напрямую давали речи того же Путина, это я сейчас говорю о молдавских каналах, да. Потом получили несколько предупреждений от Координационного совета и перестали давать как бы официальную российскую пропаганду напрямую. Но при этом что начали делать? При этом перестали говорить о войне вообще. И вот у нас в Гагаузии тоже предпочитают о войне не говорить. Вот потому что предпочитают говорить о каких-то там социальных проблемах, бытовых проблемах, да. Вот что бы вы им сказали, нужно ли говорить о войне сейчас и вот в нынешнее время приступать к таким вопросам, как переосмысление исторического прошлого? Да, я прежде всего говорю, то есть хотел бы, чтобы вы, ну, может, если есть возможность, обратились к нашим, получается, собратьям здесь в Гагаузии или властям, которые пытаются игнорировать эту тему, такое ощущение, что она вообще не существует. И вопросы исторического прошлого тоже каким-то образом и игнорируют. Да? То есть, что бы вы им сказали, господин Демчогу? Вы знаете, к сожалению, те каналы, сегодня Россия агрессор. Сегодня руководство России сделало историческую большую ошибку. Еще в 2014 году, пойдя против всех международных законов, аннексировав Крым и начав конфликт на востоке Украины, спровоцировав конфликт на востоке Украины. Но самая большая глобальная историческая ошибка, она сделана 24 февраля. И, к сожалению, за нее будут расплачиваться многие поколения россиян, российских жителей. Сегодня, зная настроение в украинском обществе, люди, которые любили, уважали, там, гордились даже своими российскими корнями, сегодня воюют с оружием в руках против своей исторической родины России. Даже люди, которые, я вам скажу, есть очень много таких фактов, которые даже родились в России, но они всю жизнь, там, последние 20-30 лет прожили в Украине, они сегодня воюют, будучи этническим русским, они воюют, не зная украинского языка, они воюют за свое государство, гражданами, которыми они являются. Поэтому я призываю жителей Гагаузии, граждан Республики Молдова, быть гражданами своей страны, не чужой страны, а быть гражданами своей страны в первую очередь. Страна, которая дала статус автономии, да. И гагаузский народ исторически как бы шел к этому, но гагаузский народ прошел очень много трагических этапов, и я не хочу, чтобы гагаузский народ, приняв сегодня не свою историю, сделал неправильный шаг. Гагаузский народ не должен забыть голод 46-47 годов, когда от 30 до 50% населения сел, некоторых сел погиб созданным искусственным голодом. По-моему, тоже Курчу, да, по-моему, потеряло 60%, если я не ошибаюсь. Это соседнее село Балбока, котловин Ренинской громады. Оно 60% населения села потеряло, и село, население его, которое было в 1946 году, так и не восстановилось после этого. То же самое, многие села Гагаузии очень пострадали. Это все действие тогдашней власти. То же самое, как бы мы олицетворяем как преемник Советского Союза, Россия. Но русский мир, точнее советский мир, он не такой и был сладок. Мало того, вот многие говорят, вот русские нам дали землю. Так на этой земле никто не хотел жить. Понимаете, это мы еще одолжение сделали, что мы на этих землях шла 300 лет война. Она переходила из рук в руки. На этих землях российская власть, тогдашняя имперская власть, недаром позвала сюда не только гагаузов, всех посадились и швейцарцы, и македонцы, и даже немцы и французы приезжали сюда селиться. Потому что, да, большой плюс сделали, дали освобождение от налогов, от воинской повинности, но кто знает хорошо историю, в Авдарминский музей, эта земля бесплатно нам не далась. Все наши предки за эту землю заплатили государственную пошлину в российскую казну, и немалую.
Потому что земля давалась бесплатно, но если ты ее хотел оформить на нее право собственности, ты должен был за каждую десятину заплатить государственную пошлину. И по тем временам не маленькую, которая равнялась там 2-3 годичным урожаям. Тоже наши предки эту землю выкупили, заплатили за нее деньги, а ее успешно в 40-м и 44-м году отобрала советская власть путем коллективизации частной собственности. Об этом не говорят. Понимаете? Об этом надо говорить. И о голоде, о том, что наши предки на этой пустынной степной земле сделали их красой. Наши предки это сделали. Наши предки за эту землю заплатили, а у нас ее отобрали в 40-44 году. И у нас есть намного, в наших краях, в наших селах есть свои герои. Мы сегодня не можем, понимаете, Гагаузская автономия была создана для того, цель ее беречь гагаузскую культуру. Научный центр должен заниматься гагаузской культурой, восстановлением и работать в архивах, во всех архивах Стамбула, Анкары, Софии, Бухареста. Не только в архивах Москвы, как мы работали в архивах Москвы, а во всех международных архивах. Нам нужна полная информация о историческом пути гагаузов. Все, что осталось в Османской империи, все, что осталось в Болгарии, все, что осталось в Румынии. В Гагаузе надо было исторически создать научный центр и командировать на месяц, на 2, на полгода научных советников, научных руководителей в каждую эту страну. И сидеть там в архивах месяцами. Как государство Израиль в каждой стране в свое время, когда государство Израиль создано, она в каждой стране десятилетиями брала архивные материалы об истории своего народа. В каждой из этих стран. Мы очень глубоко ушли, но факт то, что история Гагаузии должна быть полномерной, а не однобокой. Мы все исторически признают, что мы тюркский народ. А не как мне говорят некоторые на митингах в Гагаузии, без русскоязычного. Понимаете? Какие мы русскоязычные? Это плевок в сторону своих предков, понимаете? Которые многие из них не говорили никогда по-русски. Да, мы знаем русский язык, и это хорошо, но мы должны знать и язык. Тогда это было наше государство, в котором мы родились. Я родился в Советском Союзе. Но сегодня наше государство, Республика Молдова, у нас Украина. И поэтому новая генерация гагаузов в Украине прекрасно говорит по-украински. У них нет уже проблем говорить по-украински. Для меня чуть сложновато, потому что я заканчивал советскую школу. Но я тоже поставил себе за мету и навчился українською мовою за останні 10 років. Понимаете? И прекрасно сегодня говорю на украинском языке. Это не проблема. Сегодня выучить украинский язык, потому что он, понимаете, сегодня я знаю, знаете, у меня индусов, которые прекрасно говорят по-украински. Главное желание. Главное желание. Украинский язык, он легкий язык. Тем более, если ты знаешь русский язык. Ну, румынский тоже несложный, поэтому главное желание. Вы знаете, eu avem foarte bine învățători la școală la Tămai. И она меня неплохо научила тогда еще либо молдавяняски, поэтому я до сих пор это помню. Если у тебя хорошие учителя, хорошая история и желание, ты выучишь любой язык. Главное не упираться этому, а хотеть этого. Ну, я надеюсь, что те исторические процессы, вернее, те важные процессы, которые обретение или восстановление исторической памяти, которые происходят в гагаузских селах в Украине, в том числе при вашей инициативе и при инициативе ваших соратников Ивана Комсомона и Василия Килиогла, я правильно понимаю, потому что они тоже являются частью этой инициативы, они рано или поздно начнутся и в Гагаузии тоже. Надеемся, что это время настанет как можно быстрее. Сегодня общественные организации гагаузские все оплатились, потому что для нас это шанс вернуть исторические названия нашим селам. Вы имеете в виду в Одесской области, да, в Украине? Да, в Одесской области, в Украине, все гагаузские общественные организации Украины объединились и поддерживают это. Сегодня мы ведем работу и в селах, но то же самое, вот как вы в одном из репортажей своих говорили, в Гагаузии было историческое народное движение Гагаузского халкы.
вот оно несло очень правильно, оно сделало свой правильный шаг. Но, к сожалению, вот когда оно должно было держать и марку дальше. К сожалению, и руководство Гагаузии в свое время не захотело поддержать ту марку Гагаузского Халкы, поменяло чуть направление. И Гагаузского Халкы должно, я считаю, перевозродиться в данной ситуации и показать в рамках конституционного поля Республики Молдова, сделать как бы повторный Гагаузский Халкы 2. Ну, надеемся, этот процесс запустится. Но прежде всего желаем Украине победы в этой войне, и тогда все процессы, ну, я думаю, пойдут сами по себе. Перемога будет за нами. Все будет в Украине. Все будет Украина. Спасибо большое, господин Демчогла, и приятного вечера. Спасибо. До Взаимно. свидания. Авшот мерси.